Сэм Банана Худуд. Что-то я очень давно не записывал ролики и сегодня решил исправить эту ошибку и записать видео под названием «Мои планы и выводы». И начнем мы, конечно же, с выводов. Первый вывод касается шока, который прошел после мобилизации 2022 года, когда людям врывались прямо в дома эти полицейские, сотрудники администрации и другие люди, которые занимались мобилизацией, поднимали людей с постелей ночью, отправляли в военкоматы, в конечном итоге на войну. И, конечно же, вся эта ситуация, когда многие тысячи бурят, не только мужчин, но и женщины, жены, сестры, целые семьи, да, выезжали за пределы Бурятии, много кто уехал в Монголию, в Корею, в США, ну и другие страны, Казахстан, Киргизия. И, к сожалению, сейчас вот этот вот шок, накал страстей, когда люди были в таком подавленном состоянии, когда, ну, действительно произошли такие мощные события, все это как-то улеглось, и, к сожалению, на тот момент я сейчас понимаю, что надо было давно заняться, ну, таким вот оппозиционным, что ли, блогерством. Давно надо было покинуть Бурятию, чтобы уже самому грамотно, находясь вдали от Бурятии, в безопасности, да, сформулировать идеи и попытаться объединить на фоне вот этой вот мощной волны людей, потому что, к сожалению, вообще не нашлось ни одного человека, который смог бы создать какое-то оппозиционное крыло, создать какую-то идеологию. И, к сожалению, на данный момент мы имеем такую картину, что, ну, нету у нас никакой сформулированной четкой мысли даже, да, именно оппозиционной, именно борьбы за независимость. Потому что, ну, многие люди просто, кто-то приспособился, кто-то уехал, и просто люди начали решать свои жизненные вопросы. Конечно, так или иначе это и произошло бы, если бы людей информировали, но все равно была бы другая ситуация. Больше людей влилось бы, да, в движение. Вообще движение было бы, в принципе, и это было бы уже какая-то серьезная такая предтеча для борьбы, конечно же, за независимость Бурятии. То есть, понимаете, на худут до сих пор у нас существует очень сильный знаниевый, да, теоретический пробел, что необходимо делать и в критической ситуации, и вообще в рутине, да, потому что нет, я говорю, ни одной сформулированной идеи, не поставленные цели, задачи, то есть все это брошено на поток, и, к сожалению, сейчас оно выглядит так, как оно выглядит, да, то есть ни одной партии, к сожалению, нет ни медиа, нет ни правительства в изгнании, в общем-то, ничего такого нет, и даже идеи нет. Я не знаю, как так получилось. Либо это очень хорошая работа спецслужб, хотя, если честно, я бы не дал им такую высокую оценку их работы. Либо, может быть, это как раз-таки неподготовленность какая-то оппозиции, если она вообще в принципе есть. То есть это какое-то вообще полное непонимание, я считаю, ситуации. Да, я сейчас занимаюсь, конечно, критикой и самого себя, и других людей, но если судить по фактам, так оно и выходит. Но что делать в данной ситуации? Сидеть и посыпать голову пеплом, я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Многие появляются комментаторы какие-то, да, пишут, что все пропало, буряты растворятся, исчезнут. Я совершенно с этим не согласен.
какая бы тяжелая ситуация ни была, у нас есть главное. У нас есть уже массовое осознание того, что Россия – это никакой не союзник. Добровольно в эту страну никто не вступал. Это на самом деле оккупант. И война в Украине просто раскрыла многим глаза. И, конечно, мобилизация, которая прошла в нашей республике и в других республиках, она, конечно, открыла глаза людям. То есть то, что мы просто ресурс, мы просто мясо, да, которое надо отправлять на убой. И то же самое было и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, которую почему-то зовут Великая Отечественная, хотя на самом деле мы понимаем, что это Вторая мировая война, в которой Германия и Советский Союз до поры были союзниками, но потом у них испортились отношения, и бывшие союзники с друг другом перессорились, хотя до этого они разделяли, в принципе, одинаковые теории на государство, на развитие. У них что там была жесткая идеология, авторитарный, тоталитарный даже режим, гулаги, концентрационные лагеря. В общем-то, это страны братья-близнецы, и в которых страдали, конечно же, так называемые национальные меньшинства, а вообще-то это коренные народы. То есть мы, буряты и другие коренные народы в этой Российской империи, естественно, ничего хорошего не приобретаем. Наоборот, наш народ не увеличивается. Я уже постоянно говорю о сравнении с монголами. То есть в начале века нас было 300 тысяч, а монголов 600. Сейчас посмотрите ситуацию. Бурят 460 тысяч, монголов 3,5 миллиона. Почему так? Потому что постоянные репрессии, участие в этих войнах спаивают народ наш, держат в нищете, нет никакой возможности для реализации и так далее, и так далее. Плохая медицина, плохое образование. То есть то, что нам там по телеку внушают, что самая великая страна, там великие возможности, все это, конечно же, вранье. Поэтому единственный вообще шанс для выживания, для развития – это обретение независимости. И это время подходит, оно обязательно придет, все это будет. Надо ждать, надо работать, надо стремиться к этому. И не надо забивать себе голову всякими негативными мыслями, ни к чему хорошему это все не приведет. Лучше что-то делать потихонечку, каждый день, какие-то маленькие шажки, но делать. И в этом плане я понимаю, что много чего сам проворонил, просохатил, слишком поздно начал, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И смотрите на худут. Я такой момент тоже упустил, наверное, да, из своего понимания, что вот эти вот гуманитарные визы, да, получение. По идее, конечно, все это можно сделать, но сперва все равно нужно сильное какое-то оппозиционное движение создать, а потом уже заниматься такими вещами, потому что все это на самом деле очень сложно делается, и тем более, насколько сейчас вероятность высокая, чтобы большое количество выезжало, это уже, скорее всего, не такое большое количество будет, потому что вот с 11 декабря вступил закон, по которому надо сдавать паспорта, то есть такой возможности выехать из страны уже для многих не будет. Ну, единственное, конечно, если они побегут через границу нелегально, но для этого тоже нужно выстраивать целую логистику и так далее, то есть этим нужно заниматься. Опять-таки без оппозиционного движения, без правительства в изгнании, без хорошего СМИ это ничего не получится. И делая шаги в этом направлении, как я уже и говорил, буду пытаться создавать СМИ бурятское оппозиционное
ну и который будет поднимать вообще различные вопросы открыто, которые нас касаются, которые нам по-настоящему интересны, а не то, что, знаете, вот спускают нам сверху, вот занимайтесь там своей какой-то узкой направленностью, пойте там песни и так далее. Хотя, конечно, я ничего против песен не имею на самом деле. Но нам, видите, очерчивают круг тех тем, которые можно поднимать на том же там этом Бурят ТВ, на БГТРК, других каналах, которые чуть-чуть о бурятах говорят. Конечно, нужно СМИ в этой как бы работе. Когда я об этом заикнулся, в принципе, подписчики канала меня поддержали. Сейчас я продолжаю сбор. Он продлится до 17 декабря. Уже, в принципе, собрано 1 миллион вон. Это 70 тысяч рублей где-то. Ну, в принципе, на такой средний ноутбук, в принципе, уже хватает. 17 декабря я уже планирую покупку, потому что ну, слишком долго все это уже тянется, пора что-то делать. На первом этапе ролики в Ютубе будут более качественными, потому что будет ноутбук, будет возможность монтажа. И, конечно же, по общественному движению ХРГЛГ будет больше работы, будет аналитика, ну и будут те ролики, которые, я считаю, очень важны, которые будут говорить именно о независимости. Потому что сейчас я считаю, что только один вопрос нужно ставить, без всяких других. Только выход из состава Российской Федерации, обретение Бурятии независимости. И все. Смотрите, мы ставим задачу, а дальше уже люди все должны задумываться, в том числе создание движения в самой Бурятии. Да, конечно, утеряно время, утеряно вот этот вот очень хороший шанс для такого массового пробуждения национального самосознания, когда происходила мобилизация. К сожалению, ну, что вам сказать? Не хватило ума, наверное, да, у многих людей, смелости все это открыто сказать, не плакать, не ныть о том, что как все плохо и так далее, не бежать в конце концов, что-то просто сесть и сделать уже вывод, что для того, чтобы развиваться, для того, чтобы жить, для того, чтобы больше не продолжалось вот этих вот проблем совместного проживания в составе с этой Российской Федерацией, у бурят просто нет и не может быть, как и у других коренных народов. И это должно быть просто аксиомой. Все должны просто об этом понять. Я вот проанализировал для себя, я понимаю, что эта империя, особенно те зерна, которые она посеяла в головах людей, они там настолько сильно проросли, что люди уже не изменятся, они просто не поймут, что жить счастливо, жить нормально, это, ну, вообще, в принципе, норма для цивилизованного мира, что не надо бояться, что кто-то хочет тебя оккупировать, это нет никаких для этого вообще причин. Бояться каких-то внешних врагов, хотя на самом-то деле мы же понимаем, кто наш настоящий враг, кто нас по-настоящему оккупировал, кто наши все природные ресурсы вытягивает, кто превратил вообще в принципе наш народ в ресурс. То есть мы просто ресурс для того, чтобы идти на войну, особенно мужчины, да, и там просто гибнуть за интересы этой рашки. И в конце концов нас просто хотят истребить. В связи с этим, когда встает такой вопрос, я считаю, что все активисты, все оппозиционные движения говорить только должны об одном. Постоянно, целенаправленно, только о независимости Республики Бурятия и остальных, конечно же, коренных народов. Мы должны этим постоянно заниматься, если вы считаете себя действительно каким-то активистом, который желает счастья и добра своему собственному народу.
Вот так. За худут. Напомню еще раз про сбор. Все реквизиты я внизу в описании укажу. Эту неделю я что-то слишком был занят, даже не занимался активно вот этим вот сбором средств и так далее. И вот осталось-то всего лишь, да, один день получается. Сегодня и суббота. В воскресенье я уже планирую прекратить сбор. Там будут новые дела. Пойду приобретать сам ноутбук. Вот такие вот дела идут. Ладно, худут. Не падайте духом, держите хвост пистолетом, все будет хорошо. Рашка обязательно развалится, Бурятия обретет независимость, и буряты, наоборот, вопреки всему, будут развиваться, будут увеличиваться численно. Не надо вот этих вот всяких там каких-то негативных сценариев придумывать. Все будет хорошо, все будет отлично. Зе нахудут бурядут, Ракша за нахудут. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Зе дахинул здра, байттай.